Шестимесячная Альфа заметно нервничает. Она прошла первичный осмотр и теперь ее ждет стерилизация. Как говорит владелец, собака часто гуляет сама по себе, поэтому и решился на процедуру. Если она на улице размножается, бывает случаи, бездомных собак бывает много. Зачем это? Сегодня ветеринары приехали в поселок Вознесенское. Процедура бесплатная и занимает не больше 40 минут. После животное быстро восстановится. Компоненты наркоза из организма выходят в течение 2 суток обычно. Но у молодых животных, соответственно, это будет быстрее. После процедуры собаке на ухо крепится вот такая бирка. Делается это для того, чтобы если вдруг домашний любимец потеряется, его можно было легко вернуть хозяину по специальному идентификационному номеру. Мобильный пункт приехал именно в поселок. Специалисты отмечают, здесь большинство собак находится на самовыгуле. После любого вот этого самовыгула кобель может оплодотворить самку, и через 2 месяца она уже приносит приплод в количестве в среднем где-то 7-8 щенят. В мобильном пункте домашнему питомцу можно сделать прививку от бешенства, чем и поспешили воспользоваться местные жители. Везти далеко в город, а здесь узнали то, что прививки делают, и приехали сюда. Гульнас Ардуанова привезла на укол кошку. Хотя она у нас спокойная кошечка, но сказали, не помешает. В работе мобильного пункта задействовано около 30 человек. При необходимости ветеринары готовы увезти собак в ветлечебницу. В столице будут работать 10 таких мобильных пунктов. Очередную задачу ставим перед собой – сделать Казань, столицу Республики Татарстан, городом без брошенных животных. Наверное, не так много городов в мире вообще могут похвастаться решением этой проблемы. Дальнейший график выездов и расположение мобильных пунктов будет формироваться из обращений граждан. Оставлять свои заявки можно в комитете ЖКХ по телефону, указанному на экране. Рамиль Галиуль, Надель Мендубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.